Добрый день! В эфире программа «Акцент» на портале esia.ru. И сегодня у нас в гостях министр связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия, а также автор и ведущий программы «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Ильич Борисов. Большое спасибо, Александр Ильич, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. И поговорим мы сегодня о новом сезоне проекта «Охота и рыбалка в Якутии», а также о проблемах и перспективах этой отрасли. Александр Борисов, министр связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия, ранее занимал пост заместителя председателя правительства Якутии с 2010 года. Окончил в 1982 году Якутский государственный университет по специальности физик. В 2006 Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление. Автор и ведущий программы «Охота и рыбалка в Якутии». Александр Ильич, наш первый вопрос. Что ждет зрителей в новом сезоне? Добрый день, Катерина, добрый день, уважаемые любители передачи «Охота и рыбалка в Якутии». Я думаю, что ждет много интересного. Мы для своего зрителя, начиная с весны этого года, подготовили достаточное количество передач и готовы их дать в эфир. Вот с 8 октября будет премьерный показ. Это тема «Охота на гуся в Усянском улусе». Программу мы сняли где-то в конце мая этого года. Вот с этой передачи у нас начнется новый сезон. Нужно сказать, что с этого телевизионного сезона мы переходим на двухразовый показ премьерных передач в месяц. Если ранее мы выходили 4 раза в месяц, но при этом не регламентировались премьерные показы, то с этого сезона в месяц у нас будет обязательно 2 новых фильма. Также мы выходим в ТНТ, значит, в месяц 2 раза, начиная с 8 октября. В НВК у нас также раз в 2 недели будет передача Саха-24. И мы уже 2-й год работаем на канале «Стрим». Там у нас идут передачи по 2 направлениям. Это наши авторские передачи «Охота и рыбалка в Якутии» и по заказу телеканала «Стрим» цикл передач по Якутии с Александром Борисовым. Для них мы в прошлом году сняли 5 новых фильмов, и в этом году мы им сняли уже 3 фильма, и до конца года будет еще 2 фильма. Говоря об этом сотрудничестве, как вы считаете, вообще российскому зрителю интересен такой продукт, даже не только российскому, вообще зарубежному? В этом году мы подписали соглашение с телеканалом «Стрим». Передача будет идти в 57 странах. То есть это весь Ближний Восток, Европа, страны там Новой Зеландии, Япония, Китай, Монголия, все эти регионы, в них возможен прием телеканала «Стрим», в том числе передач «Охота и рыбалка в Якутии». До этого сезона мы имели соглашение, по которому наша передача транслировалась в 22 странах. При этом оценивалось количество телезрителей, которые могут просматривать наш канал, это около 25 миллионов человек. А конкретно канал «Охота и рыбалка», в «Стриме» есть 8-9 каналов, «Охота и рыбалка» – это 12 миллионов человек. А сегодня все это увеличилось в 2 раза. Судя по тому, как мне присылают фотографии из различных стран, туристы из России и наши, там Турция и так далее, интерес есть. При этом на нас выходят несколько зарубежных фирм, которые предлагают услуги уже по синхронному переводу. Они идут на русском языке, однозначно вызывают интерес у людей, наших туристов, которые там бывают по различным своим надобностям, и те люди, которые, конечно же, живут там, это русские, это даже есть и из Якутии во многих странах живут. И они вызывают интерес, поэтому нам предлагают переводы наших фильмов и тексты
с субтитрами, да. В таком случае надо срочно, мне кажется, переводить. А в чем вообще секрет успеха? Это якутская культура или вообще такая любовь мировая к охоте и рыбалке? Я думаю, что здесь несколько причин. Сама по себе тема охоты и рыбалки – это тема такая, ну, может быть, правильная, скажем, да, для телевидения. Просто здесь нужно усердно работать постоянно и системно, и комплексно. Ну, вот не так вот, как появились, что-то показали, исчезли, да. Охота – это вещь очень сложная, и сделать фильм, успешный фильм, это очень сложно, потому что здесь невозможно сделать дубль, невозможно попросить Баяная, чтобы именно в этот день все это случилось. Некоторые фильмы мы снимаем по 5, по 6 раз, да, за выезд, некоторые вообще за один сезон. Вот, случается один раз там охота на крупного копытного зверя. Поэтому это первое, это очень системная, сложная работа, и с этой планки нельзя вот куда-то скатываться, да. Второе, это интерес и российского зрителя к Якутии. Он есть, и мы пытаемся показать не только там процесс добычи там зверя или поимки какого-то трофея, мы показываем им природу Якутии. При этом мы везде призываем их относиться к нашей природе бережно. Вот. Буквально недавно мы закончили монтаж фильма про Амгу. Вот. Это река, ну просто красивая река. Мы на ней бываем каждый год, но эта река каждый год вот притягивает к себе, и мы ставим каждый год что-то новое по этой теме. Вот. И на этот раз у нас тоже получился очень хороший фильм. Вот когда он получается, я просто чувствую, что это фильм очень хороший. Он для внешнего зрителя рассчитан, при этом показана и природа, и подводная рыбалка, все в таком балансе таком подано, да, спиннинговая рыбалка, и это бережное отношение к природе. Вот, поэтому второе, это, как я говорил, это интерес к Якутии не только нашего внутреннего российского зрителя, но и внешнего нашего туриста, зрителя. Потом хочется показать Якутию не только как-то немножко нарушить те стереотипы, которые сложились, да, что Якутия – это только олени и белые медведи. Вот. Якутия – это туристический край, Якутия – это природа, это вот, ну, много чего здесь можно показать. Вот, ну, я думаю, вот это некоторые основные части, по которым пока передача является успешной. Вот как было уже отмечено, рыболовство и охота у нас в регионе – это важная отрасль. Вот какие проблемы вы пытаетесь поднять в вашей программе, либо же акцентировать внимание, чтобы все-таки решить что-то в лучшую сторону? Возможно, браконьерство? Можно 100 раз призывать в одной передаче и говорить, и отметить это, и при этом отчитываться перед кем-то, что мы в своей передаче призвали не заниматься браконьерством, да, вот 10 раз я отметил это. Можно так относиться. А можно относиться по-другому, то есть каждый раз, показывая определенные фильмы, мы пытаемся все-таки, во-первых, повысить культуру охоты. Есть такое понятие «культура охоты». Есть два разных таких диаметрально противоположных мнения. Это зеленые и мы, скажем, да, охотники-любители, охотники-профессионалы. На самом деле, при умелом подходе охота всегда регулирует баланс в природе. То есть нельзя, чтобы один вид когда-то преобладал. При этом нужно нормально, умело изымать определенное количество животных,
чтобы баланс этот не рушился. Поэтому вот быть ханжой там, или вот сидеть и говорить, что вот эта передача там призывает только там истреблять животных и так далее, это нет. Это первое. Мы даже видим, что вот культура охоты, она повысилась. Я очень много езжу по республике. Мы видим, что сегодня повышается уровень культуры в части бережного отношения к природе. Я вот побывал нынче на Амге. Это прессинг на эту реку очень большой. Там 1000 туристов бывает. И я очень приятно удивился, что там чисто. Вот почему я говорю, что первое – это телевидение, интернет, это пресса. Там появилось очень много хороших передач, журналов, форумов и так далее. Да? Они все равно воспитывают человека, и немного этот весь процесс происходит. Второе – появились по Амге, ездят ребята, которые организовывают туристов. А те, в свою очередь, они дорожат своей работой и репутацией. Вот. И они уже заставляют убирать все это, не оставляют. Я побывал прямо под амгинскими столбами. Раньше было очень много мусора там, сейчас совершенно чисто там. Вот. Это еще одно направление, которое мы хотели бы ненавязчиво решать с нашим зрителем. Третье – это активный отдых. Хотелось бы, те, кто занимается охотой, рыбалкой, я вот вижу, что потреблять спиртное, курить там и так далее стали намного меньше. Вот те ребята, которые со мной ходят, они 70% уже не курят. Ну, есть те, которые там, допустим, да... Вот, это ваше влияние такое положительное? Вот спросите у них, они говорят, он нас заставил бросить. На самом деле, курить. На самом деле, при такой активной жизни курение ну, просто вредит, да, мешает. Я сам, на самом деле, курил очень много, лет 25, когда стал заниматься очень активной жизнью, мне это стало мешать. Я бросил, ну вот лет, наверное, 8 не курю, и просто сейчас с удивлением смотрю на те прошлые годы, почему я курил, и никак не могу понять, почему я курил. Вот. Повысилось еще, вот к нашему разговору, да, люди... Я смотрю, вот в магазинах, ну, наше влияние, не наше, но все же амуниция, оружие, там различные приспособления для охоты, они сегодня имеют, мне кажется, тоже очень большой оборот у нас в Якутии. Но это тоже зависит от прессы, телевидения, от того, как им все это преподносится. Ну, то есть вы можете сказать, что культура поведения рыбаков и охотников, она вот с годами все-таки... Да, я думаю, что именно только так надо воспитывать в людей ну, бережное отношение. Последний вопрос. Секрет успеха Александра Ильича в удачной охоте или рыбалке? Наверное, на этот вопрос я не смогу ответить. Нет никакого секрета, там никаких каких-то там заклинаний или того, я не знаю. Просто, как все, я поклоняюсь тоже, прошу у Баяная, чтобы он не обделил, не прошел стороной, соблюдаю все традиции и соблюдаю те правила, которые сегодня есть, которые написаны на бумаге и которые есть у меня внутри, в душе. Александр Ильич, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Мы желаем вам удачного нового сезона. Спасибо. Это была программа «Акцент». До встречи!